Хотелось бы вам рассказать о выявленных прокуратурой Цивильского района нарушениях предохранного законодательства на территории Цивильского района. Так, прокуратура района в июне 2018 года совместно с казенным учреждением Чувашской республики «Лесная охрана» проведена проверка соблюдения требований предохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Мой дом» при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в поселке Канар Цивильского района Чувашской республики. В ходе проведенной проверки в деятельности организации выявлены нарушения требований предохранного законодательства, выразившиеся в загрязнении земель лесного фонда. Установлено, что полигон расположен в непосредственной близости от 30-го квартала Цивильского участкового лесничества, бюджетного учреждения «Опытное лесничество» Министерства природы Чувашии. Расстояние от границ полигона до земель лесного фонда составляет примерно 20-30 метров. Проверка установлена, что вследствие ненадлежащей изоляции, засыпки организаций, размещенных на полигоне отходов, и ввиду отсутствия легкого ограждения по периметру полигона, разлетающимся с мест складирования отходами захламляется, засоряется территория лесного фонда 30-го квартала выдела 7, 8 и 16 Цивильского участкового лесничества, бюджетного учреждения «Опытное лесничество» Министерства природы Чувашии. На момент проведения проверки площадь захламленного участка лесного фонда составила 0,8 гектар, что подтверждается схематическим чертежом мест захламления, представленным казенному учреждению Чувашской республики «Лесная охрана». В связи с выявленным нарушением прокурором района в отношении должностного лица директора ООО «Мой дом» Яковлева возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено частью 2 статьи 8.31 Кодекса административных правонарушений. Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской республики. Санкции данной статьи предусматривают штраф от 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Никифоров Кирилл Владимирович. Я являюсь помощником прокурора Цивильского района Чувашской республики. Я расскажу о результатах рассмотрения уголовного дела в отношении жительницы Цивильского района Чувашской республики, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренной статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратурой Цивильского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, являющейся матерью малолетнего ребенка. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям, если это деяние совершено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Судом установлено, что женщина в период с 20 по 25 декабря 2017 года систематически злоупотребляла спиртными напитками, в том числе распивала спиртные напитки в компании посторонних в присутствии малолетнего сына. Должного ухода за ним не осуществляла, не выполняла элементарных гигиенических норм, что привело к болезням ребенка. 25 декабря 2017 года ребенок был доставлен в педиатрическое отделение районной больницы с острой инфекцией дыхательных путей и микозом гладкой кожи, то есть лишаем на лице. Кроме того, подсудимая 24 декабря 2017 года подвергла своего малолетнего сына физическому насилию, проявляя таким образом к нему жестокость, а именно после распития спиртных напитков ударила ребенка по лицу, после чего укусила его, причинив малолетнему физическую боль и телесное повреждение в виде ссадины правой щеки. Вину в совершении преступления подсудимая не признала. По уголовному делу мировым судьей судебного участка номер 1 Цивильского района Чувашской республики вынесен обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренной статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала приговор в Цивильский районный суд. Судом апелляционной инстанции приговор мирового судьи признан законным, обоснованным и справедливым. В данный момент я бы хотел осветить отдельное направление деятельности прокуратуры, связанное с осуществлением надзора в области осуществления и реализации полномочий в сфере исполнения законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. В частности, прокуратурой Цивильского района проведена проверка соблюдения законодательства в указанной сфере. По итогам проверки нарушения данного законодательства выявлено в деятельности администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской республики. Так, 3 октября 2017 года администрация вышеназванного муниципального образования СО СК «Алсерстрой» заключен муниципальный контракт, согласно которому поселение приняло на себя обязательства по выполнению работ в части благоустройства дворовой территории по улице Никитина, дом 6А, корпус 1, дом 6А, корпус 2,
а также по бульвару Парковому, дом 4, город Цивильск, Чувашской Республики в рамках реализации программы формирования современной городской среды в соответствии с техническим заданием. 2 ноября 2017 года в соответствии с подпунктом Б пункта 1 части 1 статьи 95 44 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года администрация городского поселения в указанный контракт внесены изменения путем заключения с подрядчиком дополнительного соглашения под номером 1. Вместе с тем, в нарушение требований части 26 статьи 95 вышеназванного закона, информация об изменении контракта администрации городского поселения в единой информационной системе в сети интернет в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта, не размещена. Аналогичное нарушение администрации городского поселения допущено в рамках контракта, заключенного 17 октября 2017 года с обществом с ограниченной ответственностью СК «Приоритет». По выявленным нарушениям в отношении исполняющего обязанности главы администрации Цивильского городского поселения возбуждено 2 дела административного правонарушения по статье 7.30 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей по каждому факту. Я хочу вам рассказать о надзоре за исполнением требований законодательства о противодействии коррупции. Одним из приоритетных направлений деятельности государства является противодействие коррупции. Федеральным законом о противодействии коррупции установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Указанным законом введены ограничения, направленные на соблюдение специальных правил трудоустройства государственных или муниципальных служащих определенных категорий, а также лиц, ранее замещавших названные должности, за несоблюдение которых устанавливается административная ответственность по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Исходя из взаимосвязанных положений частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции, объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ обязанности сообщать в 10-дневный срок о заключении такого договора работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы. Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в должностные или служебные обязанности бывшего государственного или муниципального служащего функции государственного муниципального управления организацией, заключившей с ним указанный договор. Прокуратурой района в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены нарушения в деятельности открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Установлено, что данной организацией заключен трудовой договор с бывшим работником администрации Цивильского района. Согласно трудовому договору, бывший муниципальный служащий принят в открытое акционерное общество на должность оператора линии в производстве пищевой продукции. При заключении трудового договора должностным лицам Останкинского мясоперерабатывающего комбината было известно, что принимаемый работник ранее замещал должность муниципальной службы администрации Цивильского района. Однако ими уведомление в 10-дневный срок по последнему месту его службы направлено не было. В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении юридического лица открытого акционерного общества Останкинский мясоперерабатывающий комбинат возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме этого, дело об административном правонарушении возбуждено в отношении руководителя кадровой службы, который непосредственно заключил с бывшим муниципальным служащим трудовой договор. Материалы проверки направлены для рассмотрения в судебный участок номер 97 города Москвы. С вами был помощник прокурора Цивильского района Левый Александр Леонардович. Спасибо за внимание.